На початок святої мши заспіваємо номер 33. Сльози з твару витирайте. Сльози з твару вытирайте, прогоняйте сердца грех. Песни радостно спевайте, хай звучит веселый смех. У вас Пан над панами, Он живый, Он знову з нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами і з Духом Твоїм. Вітаю вас, дорогі, в этой найсвятейшей Ахвярі. Вітаю вас в этой світле, як же важне, самое важное свято для нас, для віруючих людей. Пасха Христова. Христос у вас воскрес, этой правдой повинен жить кожен з нас сьогодні, не глядячи навіть на эту пандемію, яка не дозволяє нам, напевно, уповні переживати так по-божому в этой святі. Просим Божої ласки, просим Христа, який перемог смерть і у воскрес, і дозволяє нам так само нестомно повставати до нового життя, повного життя, лепшого життя, як і нам нестомно благословить. Теперь перепросим Пана Бога за наши грехи и слабости, как мы могли годно скласти эту наисвятейшую Ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ужитком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсюди Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутний, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деле великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару Небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наші, який сядиш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найближчий, Єсус Христе, з Духом Святим, ухвали Бога Отца. Амен. Молимся, Боже, Ты в сегодняшний день прос Твоего единородного Сына перемог смерти, отчинил нам правую вечность. Учини, просим, как святую урочистость,
з мертвых повстання Пана, мы были обновлены Святым Духом, и воскресли до нового життя у святле вечным, проспава нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Выслухаем с верой Слово Божие. Читання книги Деяний апостолов. У те дні Петр открыл уста свои и сказал: «Вы ведаете, что відбувається по всій Юдеї, починаючи в Галілеї, після хресту обвіщеного Іоанна, як Бог намастив Духом Святим і муця Єсуса з Назарету, який ходив, робячи добро і здоровляючи усіх опанованих дьяволом, бо з ним був Бог. І ми свідки всього, що він зробив у країні Юдейській і у Єрусалимі. Його забили, повісивши його на древі. Бог воскресив його на третій день і дозволив йому об'явитися не всьому народу, але нам, свідкам, вибраним сперша Богом, які їли і пили з ним після воскресіння його з мертвих. Наказав нам обвіщати народу і свідчити, що він призначеним Богом суддя, живих і померлих. Про його усі пророки свідчать, що він кожний, хто вірить у його, відкриє дарування, отримає дарування граху, раз ім'я Його. Це Слово Боже. Дякуємо вам, Богу. Ось день, який Пан учинив, ось день, який Пан учинив. Хваліться Пана Богом добре, бо навіки милосердність Йогоная. Нехай скаже Ізраїль, навіки милосердність Йогоная. Ось день, який Пан учинив. Правиця Пана узнялася висока, правиця Пана проявила силу. Не помру, але жить буду, и обвещать справы Пана. Ось день, який Пан учинив. Камінь откинутий будовниками, став головою вузла. Пан учинив гета, і зрівняє нову в очах наших. Ось день, який Пан учинив. Читание послания святого апостола Павла до Колоссянам. Браты, коли ж вы воскресли с Христом, шукайте того, что выше, где Христос сидит праворуч Бога, про то, что выше не думайте, а не про земное, бо вы померли, и житье ваше сковано с Христом у Богу. Коли ж з'явиться Христос, житье ваше, тогда и вы з'явитесь разом с Ним у хвале. Это Слово Божие. Дякуємо Богу. У радостное свято, пасхальная веры, верные приносить прославления дары. Откупил овечек Христос наш безвинный, поеднав зайцов нас, змыл грехи провины.
смерть жыццё сустрэла, хоць памёр усё ж ён, валадарыць смела. Адкажы, Марыя, што бачыла ў дарозе, у воскрос жывы ён, годзе быць трывозе. Гэтаму анёлы сведкамі там сталі, толькі палатно ды вопраткі ляжалі. У воскрос жо Христос, Бог мой і надзея, месцам жа спаткання будзе Галілея. Сапраўды ў воскрос ён, гэта цуд праўдзівы, смерці пераможца, будь жа літасцівы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пасха наша Христос, ахвяраваны за нас, таму будем святкаваць у Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У перший день тижня Марія Магдаліна прийшла до могили раніцей, коли було ще темно, і убачила, що камінь відсутий від могили. І побігла, і прибула до Симона Петра, і до другого учня, якого любив Єсус, і сказала їм: забрали Пана з могили і не ведаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петр і другі учні пішли до могили. Побігли його 2 рази. І другий учень побіг напереді худший за Петра. І прибув до могили перший. Заглянувши, убачив, що лежать полотни, однак не увійшов. Тоді прийшов за ним Симон Петр і увійшов в могилу, і убачив полотни, які там лежали, і хусту, яка була на голові Ігони. Не з полотнами вона лежала, а особно скручена на інше місце. Тоді вийшов і той другий учень, що прибіг перший до могили, і убачив, і повірив. Бо вони ще не ведали Писання, що треба було йому воскреснути з мертвих. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Нехай слуги Святого Євангелія знімуть грехи наші. Сьогодні на своє слово керує арцибіскуп Тадеуш Петрухевич, наш митрополит. Дорогие братья и сестры, соотечественники, люди доброй воли, сердечно вінчую вас усіх со святом Великодня, святом нашей веры и надей на вечное життя. Гэта и правда з'являється головним посланням святого Воскресения Христа. Праз яе мы, христиане, повинны заўсёды памятаць і ёю жыць. Яе актуальнасць падкрэслівае таксама і выкліканая пандэміяй коронавірусу ситуація, у якой у Воскресення Христа з'являецца промнем надзеі, нават насуперак надзеі. Як Jesús вышаў жывым з цёмнай магілы, гэтак і мы верым, што дзякуючы Богу, намаганням лекараў і адказны за грамадскі парадак, якім мы бязмерна удзячныя за іх ахвярнае служэнне, таксама зможам паспяхова выйсці з цемры эпідэміі, якая ахінула зямлю у святло жыцця. Сёння, дарагія, мы павінны засяродзіць нашу увагу над тым, што адбылося ў пасланню ноч. Праўда, Воскресенне Христа азначае, што смерць гэта не канец, што яна не мае апошняга слова, што гэта толькі дзверы ў будучыню. Пасха заклікае да пытання, на якія неабходна даць адказ, які сэнс жыцця,
яка його мета, де знаходиться серце і думки чоловіка під час його земного життя. Пасхальная правда открывает перед нами новую перспективу вечности. Бо и мы воскреснем, як Христос воскрес. Запевнює нас у гэтым святий апостол Павел, як і у першому посланні до Коринфянам каже, як у Адамі всі помирають, так і у Христі усі будуть оживлені. Кожен у свій час, перший Христос, потім ті, хто належить Христу, почas прийстя Бога. Подчас молитви об визволенні від епідемії коронавірусу 21 сакавіка на пустой площі Святого Петра у Римі Папа Францишек звернувся до світу з наступними словами. У нашому світі ми рухалися наперед на повній хуткості, відчуваючи себе моцними і здольними на все. Прагнення до заробку, мы дозволили, как нас поглынули речи и как метусня звела нас. Мы не студились перед Божьими закликами, не опустились перед обличием сусветных войнов и несправедливости, не послухали крик бедных и нашей тяжкохворой планеты. Обыяковые мы пришли далее, думаючи, что завсёды застанемся здоровые в хвором теле. Теперь, как мы знаходимся на узбуреном пандемии коронавирусу море, мы просим Тебя, Пане, да поможи. Мы верим, дорогие, у счастливую будущую и сподіваємося досягнуть ее, бо з'являємося християнами. Хрост – это, можно сказать, сертификат нашей принадлежности до христианства. Это наша христианская ДНК. А христианство открывает перед нами перспективу счастливой вечности. У сакраменте Христу мы помираем для греху и воскресаем до нового життя у Божій ласки. Менавіта тому у пасхальную вігілію ми обновляємо обіцяння Христу. Оповіді у Євангелії про воскресіння Ісуса свідчать про те, що камінь від могили був відсунутий. Гэтая акалічнасць дазволіла жанчынам, якія прыйшлі, намасціць яго, зазірнуць у грабніцу і ўбачыць, што яна пустая. Гэта таксама дазволіла апостолу Яну увайсці ў сярэдзіну яе і паверыць ва воскресенне Христа. А як з граховным каменем, які блакуе дарогу Езусу да нашых сэрцаў? Ці мы дазваляем, каб ён станавіўся ўсё большым, ці імкнемся яго адсунуць? Мы павінны ад яго пазбавіцца. Інакше Езус не ўвойдзе ў наше сэрцы і не ўваскрасіць да жыцця Божай ласцы, якая патрэбная для збаўлення. Дарагія, неба – гэта наша мэта, якой мы можам дасягнуць толькі праз Хрыста. Таму неабходна дазволіць Яму і весці нас шляхам нясходнага ўваскрашэння з граховнай магілы да жыцця ў Божай ласцы. Дорогие браты и сестры, сердечно віншую всіх вас со святом у воскресении Христа. Нехай у воскреслый Jesús одолить нас надеей перед викликом епідемії, яка панує у світі. Яна показує, що мікроскопічний, небачний вірус здольний перевернути сучасний, моцно друкований, високотехнологічний і озброєний до зубов світ з ног на голову. Чоловік, який уявляє себе Богом, я ще раз убачив, що таким не з'являється. Та наша єдина надія у Божій милосердності, яка найбільш досконало проявилася у пасхальній таємниці. Нехай Ісус, переможця Злого Духа, граху і смерті, підтримує намагання лікарів і службу громадського апарату. Каб ми могли вийти переможцями з гэтай складаної ситуації. Нехай Ён знішчыць непаразуменні, якія існуюць у нашым грамадстве, адолець пасхальнай радасцю, любов'ю, спакоем і патрэбнымі ласкамі. Каб мы могли будаваць нашу будучыню на падмогу евангельскай каштоўнасці. Благословеных і поўных надзей велікодных святаў
усім вам. А до цього серця благословляю у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Подписал архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский. Вызнаем нашу веру, веру одиного Бога, Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, усяубачного и неважного, и у одиного Пана, Иисуса Христа, Сына Его Божьего одинородного, Зайца наружного, первый всеми веками, Бога от Бога, святого от светла, Бога собратного от Бога собратного, наружного, несотворного, одиносутного Отцу, под якому все осталось. И Он для нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по миру, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова прийти в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, свят Пане Животворцу, які за Отця і Сина походить, якому разом за Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків. Віру в один святий католицький і апостольський костюм, визнаю один хрост для отпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного у будучому світі. Амінь. Здаємо у святого Воскресения Господнего, вознесет на Отца Небесного нашу покорные просьбы и молитвы. Молимся за святый костел, как неостыльно обновлял свою веру и правду из мертвого повстания. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христиан, как полябшение добробыту не зродили их обыяковыми до голосу Христового Евангелия. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто повинен сьогодні працювати, щоб так само і вони спознали радость і спокій у воскрешенні Христова. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх охрещених і за тих, хто рихтується до прийняття Христу у ці дні, аби духовна переміна принесла добрий плод у їх житті. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как усе христиане зрозуміли вартість частого прийняття Святої Комунії. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних коля алтара Пана, как удел у таямницы смерти из мертвых повстанных Пана Иисуса наполнили наше життя спокоем и Божьей радостью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в интенсиве позбавления всего свету от эпидемии, выбавления от всего свету от эпидемии коронавирусу, как молимся так само в интенсиве діякарам, які змагаються за кожне життя. Молимся за всіх тих, хто хворий на эту хворобу. Боже, допоможи, покеруй наш шлях позбавлення, допоможи нам пережити це належним чином. Тебе просим, вислухай нас, Пане. Боже, усім битим просим праз Христа, Пана нашого. Амінь. Можемо сісти. Благословленный Ты по небожеству свету, бо дякуючи Твоєю щодрості ми отримали хліб, плод землі праці рук людських, ахвяруємо його Тобі, як Він став для нас хлібом життя. Благословленный Ты, Боже, простоятницу этой вина, дай нам Божу Тебе просто Христа, який прийняв нашу чоловічу натуру.
Благословленный Ты по небожеству свету, подякуючи Твоей щедрости, мы отримали вино, плод виноградной лозы, процентов людских, ахверуем его Тебе, как оно стало для нас напой духовным. Благословленный Ты Боже навеки. Сблизим его любовью, и скорбу его очисти. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог принял вяру с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, наполненный великодной радостью, мы складаем Тебе веру, празднуя Твой костел, отраджается до нового життя, и отрымливая тягостный посилок, праз Христа, Пана нашего. Амин. Пан з вами. З Духом Твоїм. Угору серце. Успашений за Пана. Подякуємо Пану, Богу нашому. Годно, гідно і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі. А асабліва у гэты дзень больш урачыста абвяшчае Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё. Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашу смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё змёртвых паўстанне. Таму откупленное человечество во всем свете радуется у воскресении Христа. А хоры ангелов разом с усими святыми спевают столетние хвалы, неспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебе, праз Иисуса Христа, Сына Твоего Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную ахвяру. Складаем я Тебе найперш за Твой святый католицкий костел. Будь ласкав, адорвать спокойно, ахоўваць, яднаць и кіраваць им во всем свете. Разом со слугой Твоим, папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем и усими, кто верно захоўвае и вызнае католицкую и апостольскую веру. Пам'ятай, Пане, про слугов Твоих, про всіх тут присутних віру і відданості, яких Ти ведаєш. За їх ми приносимо Тобі гэтую ахвяру хвали, і вони так само її Тобі приносять за себе, за усіх своїх близьких, за окуплення своїх душаў, за надземне збавлення і уратовання, узносять свої молитви до Тебе, до Бога вечного, живого і правдивого. У єдності з усім Костьолом, у найсвятейший день з мертвых повстання Пана нашого Ісуса Христа, найперш спашаною вспоминаем благословенную завсёды Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Ісуса Христа. А так само святого Юзефа, обранника Найсвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Филиппа,
Варфоломея, Матвея, Симона и Тадеуша, Лима, Клета, Климента, Сикста, Корнелия, Киприяна, Лавренция, Хризагона, Яна и Павла, Косму и Дам'яна, и усіх святих Твоїх, раз їх заслуги і молитви, нехай во усі, аховує нас Твоя опека, раз Христа, Пана нашого. Амен. Пані, ласкаво прийми, просим гэтую ахвяру ад нас Твоих слугаў і ад усёй сям'і Твоей. Мы складаем яе Табе таксама за тых, каго Ты адрадзіў вадою і Духом Святым, і даў ім прабачэнне ўсіх грахоў. Захавай дні нашыя у Твоім спакоі, збаў нас ад вечнага суджэння і далучы да Твоих выбранных праз Христа, Пана нашага. Амин. Просим Тебе, Боже, моцаю Своего благословения, освяти гэтыя дары и учини их досконалою и милою Тебе ахвярой, каб стали сияны для нас, телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Наперед Нему Кием узял хлеб у Свои святые и достойные руки, поднял лучше до неба, до Тебе, Бога, Своего Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал Своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело Маё, якое за вас будзе дано». Подобным чином по вечері узяв гэты почесный келих у Свои святые и достойные руки, знов Тебе подяку складаючи, благословил и подал Своим учням, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві Маёй, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита, дзеля отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Гэта великая таямница веры. Обращай смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя в хвале. Пане, мы, слуги Твои, и Твой Дух Святый, успоминаючи благословенную муку и воскресение, а так само хвалебное небожестве Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаданную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на яе, милостиво и спогадно, и ласкаво прими яе, як примем дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриарха нашего Авраама и святую Ты беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивышейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, усемогутный Боже, загадай Своему святому анёлу, занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, продобрича Твоей боской величи, каб заўсёды усе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благословенне і ласку праз Христа, Пана нашага. Амин.
aby tej Panie tak samo prasłował Twoich, jakimi oni szli przed nami ze znakiem wiery i świętości pokoju. Proszę Ciebie, Panie, daj im i усім, хто спочиває у Христі, пробивати у місці суцешення, світла і спокою, так само і нам, грешним слугам Твоїм, які сподіваються на велику милосердність Твою, будь ласкавий дати уділ у єдності з Твоїми святими апостолами і мучениками, з Яном, Стефаном, Матеєм, Барнабом, Ігнатієм, Олександром, Марцеліном, Петром, Феліцитом, Перпетуєм, Агатой, Луцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и усими святыми Твоими. Увяти просим и нас, у их супольность, не для наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению. Раз Христа, Пана нашего. Раз якого Ти, Боже, усі рити доброти, неоспинно створаєш, освячаєш, оживляєш, благословляєш, і нас ими називаєш. Раз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, у вся пошана и хвала, разуси веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, и ими являемся, тому осмеливаемся касаться. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всего злого, дай ласкавый спокой у дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от всякого неспокоя, чекали исполнения, счастливой надеи и пристя славца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидай вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкав, згодно с Твоей волей, одарить его спокоем и едностью, яки живешь и владаешь, на веки вечные. Аминь. Супокой, Пане, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Баранку Божий, яки вяриш на себе грехи и свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки вяриш на себе грехи и свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки вяриш на себе грехи и свету, одари нас спокоем. Вось баранок Божий.
Вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений покликання на вечеру Иуды. Panie, Я не вартый, как ты войшел до меня, а скажи только слово, и будь здоровым, душа моя. Заспеваем песню «Ты моя радость», номер 48. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой, Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. Иисус, Тебе люблю всей душою, Ты мне надеяй и спокое. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. Христос был охверован, як наша Пасха. Аллилуйя! Тому будем святкувати з простотой, щирості і правди. Аллилуйя! Аллилуйя! Молимся, Боже, ховай завсюди костюм Твой, свое яйцовское пекай, каб обновленный пасхальными сакраментами, и он досягнул хвалы воскресения, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Некоторые веруют, присесть. Расклад богослужения на ближайшие дни будет Великий Постный. У понеділок, середу, так само п'ятницю, свята Імша о 18 годині, у авторок, четверг и субботу, свята Імша о 10 годині. И у неделю ближайшую, 19 красовика, другая неделя после зимового повстания, неделя Божьей милосердности, свята Імша у 8 и у 16 годин. Переживаем Великий Великдень, самое главное свято для всех христиан. Щирий подяку всім, хто прийняв уділ у супутній молитві, у Великий Четверг, Великую П'ятницю, так само Великую Суботу. Першие дни Великодного периода переживаются, повинны переживаться особливим чином, так званая октава Пасхи. З этой причины у этот час, у п'ятницю, обов'язку, ближайшую п'ятницю обов'язку просто немає. Запрошую, конечно, на супутній молитву в эти дни. Я думаю, что в этой ситуации с пандемией, она такая вельми серьезная, на сегодняшний день снова уже плюс 370 человек за сутки, тому это поширяется и еще перед нами. Насамрэч, еще будет, напевно, еще будет горше, тому треба стерпчися, треба, відомо, пильновать себе, але самое главное, как мы в этот час так само не дошли от Бога, как мы все-таки помимо этой непевности, этой хвилювання, как мы знаходили для Бога час. Як віруючі люди, ми, дорогі, повинні передусім звертатися до Бога. Тому конференція біскупів запрошує нас, усіх вірників, до молитви у інтенції предухилення пандемії коронавірусу. Біскупи закликають кожен день у сім'ях і особисто так само молитися о 15 годині
вяночак да Божай милосердности, так само 20:30 можна долучаться до молитвы святым ружанцам. Так само будем працягваць выконваць тыя санітарныя профілактычныя заўвагі, якія рэкамендуюць нашы біскупы. Ну і так само, напэўна, варта цяпер вось так трошки паўстрымацца, то есть не рабіць нейкіх непатрэбных выхадаў, выездаў, лепей можа пазваніць, чым проста дзесьці там хадзіць па вуліцы, так, то есть просто так. Таму што у нас у Горках таксама праўдападобна гэта ёсць, і нават праўдападобна, што нават такія людзі бяздомныя таксама захварэлі на гэта, і таму гэта ўсё вельмі так сур'ёзна. Трывае духовная падрыхтоўка да нядзелі Божай міласэрднасці, таму зараз мы паспяў памолімся яшчэ вяночкам да Божай міласэрдасці. Вядома, што гэтая сітуацыя з коронавірусам, з этой пандэміяй спричиняется к тому, что мы так трошки, может, боимся ходить в костел, чи в церкву. Вядома, што трэба включаць заўсёды розум, калі я чую ту небяспеку, то вядома, трэба паўстрымлівацца, але можна прынамсі тады, калі я адчуваю, што нешта магу там дзесьці заразіцца, то я таксама магу далучацца заўсёды онлайн, хотя бы долучаться до молитвы. На сторонце Мисса Бай на ютубе есть трансляция «Что с Червоного костела», так само с кафедральной костела у Минского есть трансляция онлайн-богослужения. То есть у нас на парафиальной сторонце так само паводле расклadu, які есть, то так само будем эту трансляцию ладить прямо на час пандемии. Подяка великий за клопот об чистине нашей каплицы, нашей святыни, допомогу и солидарность у шматуких справах. Нехай вам Бог благословить. Теперь помолимся вяночком до Божьей милосердности и черговый день новин. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, произведи владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, вся веру и линию смерти нашей. Аминь. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его единого, Пана нашего, який был зачат от Духа Святого, народился с Девы Марии, замучен на Понтском Пилате, укрыжованный, помер, был похован, взошел от хлада, на третий день воскрес по мертвых, узошел на небо, сядись праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуда придя в хвале судить живых и померных. Веру в Духа Святого, святый костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Третий день новини молимся за всех христиан. Отче, Єзу милосерднейший, Ти усім надзвичай щодро вділяєш свої ласки со скарбниці милосердності своєї. Прийми нас, до найвлітостивішого серця своего, и не отпускай нас навеки. Отче предвечный, оферую Тебе тело и кровь, душу и воскресть наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, который простит за грехи наши и всего свету. Деля Твоей болезной муки. Будь милосердный для нас и для всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный для нас и для всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный для нас и для всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный для нас и для всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный для нас и для всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный для нас и для всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный для нас и для всего свету. Деля Его болезной муки.
Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Отче справедливый, охвярую Тебе тело и душу и боскость, наименьшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Давай наши и всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Отче справедливый, охвярую Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. За грехи наши и всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Отче справедливый, охвярую Тебе тело и кровь, душу и боскость, наименьшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Отче справедливый, охвярую Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. За грехи наши и всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Деля Ягу полезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Святый Боже, святый мощный, святый несмиренный, Смилуйся над нами и над всем светом. святый Боже, святый мощный, святый несмиренный, Смилуйся над нами и над всем светом. святый Боже, святый мощный, святый несмиренный, Смилуйся над нами и над всем светом. о крові вода, яка й виплила з найсвятішого серця Ісуса,
як рівниця милосердності для нас. Довіряємо Тобі. О, кров і вода, яка виплила з найсвятішого серця Ісуса, як рівниця милосердності для нас. Довіряємо Тобі. О, кров і вода, яка виплила з найсвятішого серця Ісуса, як рівниця милосердності для нас. Довіряємо Тобі. Єзу, Довіряємо Тобі. Єзу, Довіряємо Тобі. Єзу. Довіряємо Тобі. Еще раз, дорогие, что со святом примем с верой Божие благословение. Пан с вами. І з Духом Твоїм. Благословение Богу Всемогутного, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидит на вас и застанется на завсюди. Амен. Идите в спокое Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дякую. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя. Попросим заступництва святого Михаила Архангела. Святый Архангеле Михаил, бережи нас успокоение, будь нам обороною, супроть спокуса и пасток злого духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ты, князь войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла сатану и інших злых духов, які на згубу душ